Халатность аграриев, безразличие муниципалитетов и безинициативность могут привести к исчезновению башкирской породы лошадей. Эксперты видят риски для сохранения уникальных признаков животного. Один из главных проектов для этого, конноспортивный турнир «Терра Башкирия», должен был помочь решить вопрос. Однако на третий год существования соревнований поголовье башкирских лошадей не увеличилось. Более того, районы из года в год разводят руки, будто впервые слышат о проведении турнира. В этом вопросе разбирался мой коллега Александр Усманов. Балтачевский, Калтасинский и Белокатайский район, к сожалению, не смогли подготовить лошадей башкирской породы. Позади 3 этапа конно-спортивной Терры Башкирии, а 5 районов уже пропустили свои туры, на которых должны были выступить по жребию. Главная причина — отсутствия на соревнованиях. В муниципалитетах нет лошадей башкирской породы. Один из тех, кто проигнорировал республиканский турнир — Балтачевский район. В распоряжении местного фермерского хозяйства «Рассвет» большая территория. На 63 гектарах достаточно и пространства, и травы. Решили и вопрос с водопоем. Пробурили скважину и протянули линию электропередачи. А следит за животными в круглосуточном режиме система «Электропастух». Специальный аппарат, который дает напряжение импульсное. И если животное прикасается, то их бьет ток. Условия для развития коневодства есть, да и лошадей местный фермер Фердавид Мирхазов закупил, правда, башкирскую породу всего полгода назад. Да и те не подошли, как выяснилось после проверки специалистов Центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат», плюс проблема с жокеями. В дальнейшем будем участвовать. И с кадрами уже вот у нас идет подготовка с молодыми ребятами, потому что, сами понимаете, наездников надо хорошие. Так-то выносливые ребята надо. Не каждый сможет скачать на лошади. Может быть, сейчас было проще, если бы в районе работу над соответствием начали, как и предполагалось, 3 года назад. Как раз в 2019-м стартовала конно-спортивная Терра Башкирия. Поначалу регламент был очень лояльным. Правда, и при таком раскладе случались интриги, когда на соревнования привозили профессиональных жокеев. С этим вопросом справились, как минимум перестали подделывать документы. Но поголовье лошадей башкирской породы по-прежнему увеличить не смогли. Это требования в этом году были жесткие. Участвовали лошади только башкирской породы. В нашем районе не имеется таких лошадей. Раньше не имелось, а местных лошадей не пустили. Они их пускают, но вне зачета. Но организаторы предупреждали, с каждым годом регламент будет становиться все строже. Местные смешанные породы отныне не допускаются. Чтобы подвести промежуточный итог, специалисты Центра «Акбузат» объездили всю республику, чтобы выяснить настоящее количество лошадей башкирской породы. Цифры неприятно удивили. Мы не смогли найти то должное количество, какое нам необходимо. От каждого района хотя бы минимум 6 лошадей. Находим где-то 3 лошади, еле-еле, где-то даже одной нету. Особенно бедственное положение у нас по нашей статистике оказалось Белокатайский район, Калтасинский район, Буздякский район, Благовещенский, Благоварский, Балтачевский, Татышлинский, Аургазинский. Решить вопрос с поголовьем башкирских лошадей за 3 года можно было вполне, уверены специалисты. Если бы еще в 2019-м районы закупили хотя бы 6 жеребцов, договорились с коневладельцами на условиях взаимовыгодного сотрудничества, уверены организаторы. Если бы еще в 2019 году, собственно, купили бы жеребят в эти районы, уже давно бы у них было достаточно серьезное поголовье башкирской породы лошади, которая принимала бы участие уже в старшем традиционном турнире Терра Башкирия. Я думаю, что здесь есть элемент, наверное, перезагруженности районных администраций, глав администраций, которых попросту не доходят руки. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается около 120 тысяч голов лошадей. Из них более 20 башкирской породы. Руководством Министерства сельского хозяйства выданы рекомендации районам, которые, в свою очередь, могут закупить поголовье или взять в аренду для участия в Терре Башкирии. В прошлом году более 26 миллионов было направлено на развитие коневодства. То есть это грантовая поддержка, когда заявляются сельхозпредприятия, начинающие фермеры,
семейные фермеры. Это развитие племенного коневодства, когда происходит компенсация 50% затрат на приобретение племенных лошадей, призовых и спортивных пород, на содержание племенного маточного поголовья и на приобретение племенных лошадей. И сохранение такого бренда республики, как башкирская лошадь, которая и стоит гораздо дешевле, нежели арабские скакуны, в содержании неприхотливо. Но по прихоти и халатности тех, от кого зависит судьба достояния республики, башкирская лошадь может исчезнуть. Александр Усманов, Вахид Халимов, Наиль Гайнуллин. Новости.